Мгм. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами продолжаем нашу волшебную серию о жизни глухих и слабослышащих. Сегодня у нас уникальное такое событие, скажем. Сегодня мы будем говорить о самом уникальном учреждении нашей республики, о государственном образовательном учреждении Республики Коми, специальная коррекционная школа номер 4. В этой школе обучаются и живут детки слабослышащие, глухие, детки, имеющие уже кохлеарный имплант, а также сейчас у них в школе открыли группы, да, Олег Владимирович, с тяжелыми нарушениями речи. Сегодня с вами проведут волшебный час наша Валентина Ивановна, которую вы уже хорошо знаете, и руководитель данного учреждения, директор Меркель Олег Владимирович. Сейчас я передаю им слово. Если будут возникать вопросы, обязательно пишите. Постараемся ответить на все интересующие вопросы. Удачи вам. Все. Спасибо. В начале повествования хотелось бы, и в принципе, представить наше учреждение, которое находится в экологически чистом районе города Сыктывкара в окружении соснового леса. В ГУ РК-4 реализуются адаптивные программы, образовательные программы для детей с нарушением слуха, детей со сложной структурой дефекта, плюс нарушение интеллекта, и программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Детей с тяжелыми нарушениями речи мы взяли и, соответственно, работаем с ними первый год, но по тем результатам, которых мы, соответственно, достигли, идем в правильном, скажем так, направлении. В школе налажено взаимодействие между специалистами, такими как психолог, учитель-дефектолог, учитель индивидуальной работы и, соответственно, врачи. Врач-педиатр, сурдолог, психиатр. Ведется психолого-медико-педагогическое сопровождение каждого ребенка. Материально-технические условия соответствуют современным требованиям. Используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. Оборудованный кабинет для фронтальных занятий по развитию связанной речи и формированию произношения. Комната психологической комната психологической разгрузки для занятия с психологом. Кабинет для музыкально-ритмических занятий, занятий фонетической ритмикой. Также есть 7 кабинетов для индивидуальных занятий. Кабинет информатики, мастерские, слесарная и столярная. 17 классов оснащены ЖК-панелями и ноутбуками, подключенными к интернету. Библиотека школы-интерната располагает всем необходимым количеством учебно-методической, художественной литературы, периодических детских, научно-популярных, научно-методических изданий. Теплица также имеется у нас, которая используется для занятия по реализации практической части учебных программ. Хотел бы немного представить на слайдах проценты детей, то есть в процентном соотношении дети, которые у нас находятся из разных городов республики, также из районов близлежащих. Здесь представлен контингент обучающихся в 18-19 учебных годах. То есть здесь в количественном соотношении, сколько у нас деток глухих, сколько с кохлеарными имплантами, слабослышащие и, соответственно, те дети, про которых я выше говорил, это детки с тяжелыми нарушениями речи. Здесь, соответственно, представлено соотношение численное педагогического состава, то есть кто имеет высшую категорию, кто первую, кто имеет какое образование, и, соответственно, те курсы повышения квалификации, которые мы проходили в 2017 году. В продолжении об учреждении хотелось бы сказать, что справочная информация, доступная для участников образовательного процесса, то есть это говорится о расписании занятий, о графике дежурства, календарный учебный график, режим дня и так далее, визуально дублируется на школьных стендах электронных информационных табло. Оформлены стенды также для родителей. В 2017-2018 году в рамках программы «Доступная среда» в нашем учреждении проведена адаптация кабинета ритмики и гимнастического зала.
Также была воссоздана, приведена в соответствие архитектурная доступность, так называемая, то есть реконструкция входной группы, то есть специальная плитка, специальное покрытие, расширены дверные проемы и так далее. Также в рамках вышеуказанной программы было закуплено электронное устройство для вывода текстовой информации, светодиодное табло, бегущая строка, то есть оборудование для визуального восприятия информации. Современное компьютерное оборудование. Это 7 компьютеров с экранами высокой четкости для улучшения восприятия детьми с нарушением слуха информации с помощью зрительного анализатора. Также специальная учебная мебель в кабинеты работы с детьми, индивидуальной работы с детьми с нарушением слуха. Также был закуплен интерактивный комплект Smart, учебное оборудование для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми, это ЖК-панели, ноутбуки, аппаратура, позволяющая лучше воспринимать информацию. Наши выпускники после окончания школы имеют возможность выбора образовательной организации для дальнейшего обучения. Ими могут быть либо 10-11 класс муниципальной школы, может быть получение начального профессионального образования в специальных группах для детей с нарушением слуха. К примеру, такая группа есть в политехническом техникуме города Сыктывкара, либо в рамках инклюзивного образования, то есть совместно в группах со слышащими детками. Также получение высшего образования, которое также доступно нашим детям. В разные годы наши выпускники очно и заочно обучались в Сыктывкарском государственном университете, в Ухтинском техническом университете, также в университетах Владимира, Казани и Москвы. Ну и в заключение хотелось бы сказать, в заключение своих слов хотелось бы сказать, на сегодняшний день созданы условия в нашей организации позволяют обучающимся и выпускникам продолжить образование, получить профподготовку и, как следствие, успешно социализироваться и интегрироваться в современное общество. У меня пока все. Слово передаю. Ну и здесь вот на слайдах представлены как бы соотношение, кто куда поступил. Вот. Ну и фотографии наших выпускников на их рабочих местах, либо в процессе обучения. Вот, соответственно, здесь показаны их успехи, достигнутые ими после того или иного получения образования. И опять же, рабочие их места. В общем, если детки занимаются, их родители занимаются детьми, дети становятся успешными и добиваются тех целей, которые ставятся перед собой. Как-то так. Продолжу. Пожалуйста, Антонова, да? Олег Владимирович, я продолжу. Мы действительно единственное такое уникальное учреждение образовательное. И многим, наверное, хочется узнать, как же дети попадают к нам на учебу. Мы принимаем детей с 6 лет по заключению центральной или территориальных психолого-медико-педагогических комиссий. В 6 лет дети поступают в первый дополнительный класс. Нам дается год для того, чтобы подготовить детей к школьному обучению. Если вы посмотрите наши учебные планы, то увидите, что предметы в наших учебных планах те же самые, что и в обычных школах. У нас есть математика, русский язык, биология и география, физика и химия и иностранный язык. На сегодня это английский. Если сказать об отличиях, то в учебных планах у нас есть коррекционно-развивающая область. Что сюда входит? Сюда входят индивидуальные и фронтальные занятия со специалистами. Индивидуальные занятия для детей с нарушениями слуха по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи проводят специалисты-сурдопедагоги. Индивидуальные занятия для детей с нарушениями речи проводят специалисты-логопеды. Кроме этого, проводятся фронтальные или групповые занятия также со специалистами-сурдопедагогами или специалистами-логопедами. Олег Владимирович уже сказал, что у нас есть комната психологической разгрузки, сенсорная комната, и там свои занятия ведет
специалист, педагог-психолог. Кроме этого, у нас есть оборудованный кабинет, и у нас есть педагог, который уже много лет проводит музыкально-ритмические занятия, и эти занятия также ходят в коррекционный блок. Кроме музыкально-ритмических, у нас есть своя фонетическая ритмика, и также есть педагог, который специально этому обучался, и сейчас занимается как с детьми с нарушением слуха, так и с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Вот эта область, она отличительная в наших учебных планах от учебных планов обычных школ. И, наверное, те дети, которые сейчас находятся в инклюзии, очень нуждаются в этих занятиях, в специальных коррекционных, и в индивидуальных, и в фронтальных. И, может быть, не все школы при инклюзивном образовании имеют такую возможность обеспечить детей такими занятиями или найти таких специалистов, которые будут заниматься с детьми. Вот на сегодня мы считаем, что в этом отношении в нашей школе эти условия все созданы, и это дает детям возможность дополнительно развиваться, а нам работать с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Мы обучаем детей и даем им основное общее образование. То есть в нашей школе 2 ступени образования – начальное и основное. По окончании наши дети проходят итоговую аттестацию, так же, как и все обычные дети. Во время обучения мы пишем так же, как все, вот весь апрель писали, всероссийские проверочные работы. То есть мы и наши дети находимся в единой образовательной зоне Российской Федерации. И все, что изучает, и содержание программы наших, и предметы, они ничем не отличаются от обычной массовой школы. Единственное, что мы делаем в нашем коррекционном учреждении, мы создаем условия более благоприятные для детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, экзамены мы сдаем в щадящих условиях. Наши дети имеют право сдать только 2 экзамена обязательных на сегодня – математику и русский язык. Им дается более длительное время для подготовки во время проведения экзамена. Кроме этого, нужно сказать, что, как сказал Олег Владимирович, психолога, медико-педагогическое сопровождение идет постоянно, начиная с подготовительного класса до окончания школы. Потому что мы на сегодня считаем, что для наших детей важно не только получить образование и соответствующий уровень знаний, но и важно сохранить здоровье, не потерять его, а приумножить. А мы, как педагоги, как взрослые люди, должны создать для этого все условия. И я думаю, что на сегодня у нас это получается, несмотря на то, что наши дети достаточно сильно нагружены, потому что кроме урочной деятельности у нас очень большая программа внеурочной деятельности. И я уже сказала, что одна из основных областей внеурочной деятельности – это коррекционно-развивающие занятия. Кроме этого, у нас есть программы воспитательной работы. Они включают в себя разные направления. Духовно-нравственное направление, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное и спортивно-оздоровительное. Ну и я более подробно остановлюсь на спортивно-оздоровительном, потому что наши дети имеют возможность на сегодня выбрать себе ту спортивную секцию, в которой они могут себя реализовать. Дети наши занимаются лыжным спортом, легкой атлетикой, ездят в бассейн, ходят на секцию по волейболу. То есть у ребенка есть выбор. С нами сейчас занимаются спортивные школы, не только городские,
но и республиканские, и школы Олимпийского резерва. Почему это для нас важно? Потому что на сегодня спорт – это одно из направлений социализации и адаптации наших выпускников. У нас очень много успешных детей, успешных выпускников, которые реализовали себя через спорт и на сегодня являются чемпионами и победителями паралимпийских, олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, являются чемпионами России и Республики Коми. В общем, до сих пор, когда мы смотрим и читаем информацию о команде республиканской лыжников среди спортсменов с нарушением слуха, то, конечно, там почти все знакомые наши фамилии, потому что все они являются нашими, почти все являются нашими выпускниками. Сейчас появились у нас чемпионы и среди выпускников по легкой атлетике. Ну и есть у нас достижения и в плавании, когда мы уже становились призерами всероссийских соревнований. Надеемся, что и мы дальше еще пойдем. Дети в этом отношении очень активны, им очень нравится заниматься спортом. И как бы мы всегда стараемся содействовать этому развитию направления. Кроме этого, мы считаем, что каждый ребенок творчески талантлив, несмотря ни на какие ограничения в здоровье. Каждый ребенок может петь и танцевать, может заниматься театральным искусством. И на сегодня мы тоже очень большое внимание этому уделяем. Наша творческая группа «Радость» участник многих фестивалей, многих конкурсов и всероссийских, и республиканских. И я думаю, что многие, наверное, сейчас удивляются, что наши дети с нарушением слуха и поют, и танцуют, и уже достаточно известны и в нашей республике, и за ее пределами. В этом творческом направлении. В таких номинациях, как жестовое пение, общероссийские проводятся конкурсы, соответственно, вот привозим оттуда призовые места, как правило. Так, ну, я еще укажу одно направление, это творчество. То есть дети наши не только поют, танцуют, но и замечательно умеют рисовать, потому что они, конечно, видят мир больше глазами. С нашими детьми занимаются, опять же, талантливые люди, да? Известные художники нашей республики. Работы наших детей очень оригинальны, тоже оценены профессионалами. И большие выставки интересные проходят и в Национальном музее нашей республики, и в других серьезных выставочных залах. И также очень высоко оцениваются специалистами. Вот на сегодня нужно сказать, что каждый ребенок может себя реализовать и быть самодостаточным не только в учебе, но и в других направлениях организации своей жизнедеятельности. И мы стараемся в нашей работе все это учесть, все это организовать так, чтобы детям нашим действительно было комфортно и интересно учиться и жить в нашей школе-интернате. Я думаю, что на сегодня действительно мы создали все условия не только в соответствии с требованиями ФГОС, но и с жесткими требованиями санитарных норм. Наполняемость в наших классах по школе для детей с нарушением слуха, школа глухих и школа слабослышащих до 6 человек. То есть классы у нас маленькие, поэтому учитель находит индивидуальный подход и проводит свою работу с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Дети с тяжелыми нарушениями речи, наполняемость в классах до 12 человек. Класс на сегодня у нас, первый набор, 10 человек. И также я думаю, что по сравнению с обычной школой детям там более комфортно, потому что
внимание каждому учитель может уделить намного больше, чем при наполняемости в инклюзивном образовании до 25 человек. В этом отношении, конечно, у нас условия более щадящие, с учетом того, что дети все-таки требуют внимания со стороны здоровья очень большого. Кроме этого, у нас есть, Олег Владимирович очень скромно сказал, 5-разовое горячее питание. Я думаю, что для здоровья наших детей это тоже очень важно. Потому что если правильно и сбалансированно питается ребенок, значит, он, соответственно, правильно растет, да? Совершенно верно. И правильно развивается. Вот. У нас есть свой медблок, тоже неплохой, да, Олег Владимирович? Оборудован полностью, опять же, да, в соответствии со всеми требованиями, со всеми стандартами. В определенный момент было закуплено оборудование, мебель, в общем, привели в соответствие, сделали ремонт. Мы, конечно, оказываем только первую помощь, да. Если что-то идет более сложное, то скорая детская республиканская больница не отказывается нас принимать никогда и оказывает нам помощь. Специалисты к нам приезжают, свои врачи профильные, это врач-сурдолог у нас есть, врач-психиатр, врач-педиатр, хотя они и не постоянные наши, да, штатные работники. Плотно с ними взаимодействуем. Плотно, да, очень плотно мы с ними работаем, хорошо работаем. Кроме этого, у нас проводится диспансеризация, да, ежегодно новый прием, выпускники, и остальные дети у нас просматриваются узкими специалистами. Очень серьезно, все анализы, УЗИ, ЭКГ и так далее и тому подобное. Потому что, скажем, другим детям, может быть, эти процедуры не так доступны, как они доступны нашим детям. То есть ребенок постоянно находится под контролем всех узких необходимых специалистов. Так. Здесь хотелось бы добавить, Валентина Ивановна сказала по поводу того, что мы соответствуем требованиям надзорных органов и иным, скажем так. Помимо этого хотелось бы уделить внимание тому, что учреждение стараемся создавать своего рода домашний уют. То есть те же самые спальни, всякие подушечки, всякие покрывала, то есть мы это не упускаем из внимания, занимаемся и этим тоже. А по поводу прилегающей территории хотелось бы, опять же, обратить внимание, у нас, особенно начиная с весны, понятно, что зимой это все под снегом, а весной есть у нас и люди, и желания, и силы, занимаемся цветниками, шикарные цветники, к сожалению, фотографии я немножко забыл представить, можно было как отвлечение от серьезных тем, посмотреть, какие цветники летом, то есть все желающие могут приехать, соответственно, и посмотреть, убедиться в этом, да, и посадки всякого рода декоративные делаем, и, в общем, стараемся уютно жить. Уютно, чисто, да. И дети привыкли создать отношения дружелюбные, очень спокойные между детьми, чтобы им было комфортно. Да, если честно, хотелось бы по поводу отношений между детьми уделить внимание тому, что все-таки, да, Валентина Ивановна сказала, я повторюсь, между ними, скажем так, более теплые отношения, я бы сказал, эта взаимопомощь, это все в нашем учреждении оно есть. Потому что детки одни и те же, их немного, соответственно, те, кто приходит вновь, очень тепло в коллектив детский принимается, знакомятся, делятся своими там какими-то чувствами, впечатлениями, интересами и так далее, и так далее. И в отличие, ничего не хочу сказать про муниципальные школы, но в отличие от муниципальных школ, все-таки дисциплина, взаимоуважение, взаимовыручка, помощь старшими более младшим детям, то есть это когда они на прогулку одеваются, либо на самой прогулке. Ну, в общем, очень, очень теплые отношения между детьми. Хотелось бы на этом сделать акцент. Да, и хотелось отметить, что есть прекрасные традиции воспитания детей, когда действительно прививаются все эти качества дружбы, любви, взаимопомощи, когда шефы и подшипные в тесном контакте работают, когда старший помогает нашим малышам.
Что еще хотелось сказать? Многих родителей пугает в нашем названии, да, слово коррекционное, слово школа-интернат. Многим кажется, что если они привезут к нам ребенка, то все, они этого ребенка больше не увидят. Сдали в интернат и все. Это неправда. У нас обычное образовательное учреждение, у нас школа, а интернат только для тех детей, чьи родители живут в других городах или в других районах Республики Коми. У нас очень много случаев, когда родители приезжают вместе с детьми, меняют место жительства и переезжают вместе с детьми в Сыктывкар. Мы, конечно, поддерживаем это, потому что ребенок должен расти в семье. И в нашей школе-интернате, я подчеркиваю, родителям всегда двери открыты. Они могут прийти к своему ребенку в любое время дня и ночи. Совершенно верно. У нас есть график учебный, у нас есть каникулы и праздничные дни, когда ребенок может спокойно поехать домой и отдохнуть. Городские дети у нас ездят как в школу каждый день. То есть приезжают утром, занимаются на уроках, остаются на кружке и секции, а потом возвращаются домой. То есть в этом отношении я думаю, что родителям совершенно беспокоиться не стоит. У нас обычная школа для обычных детей, талантливых, интересных, заинтересованных. Те, кто хочет побывать в нашей школе, мы тоже всегда рады. Мы приглашаем родителей сразу после комиссии, еще до того, как их ребенок придет в школу, прийти и посмотреть условия обучения, воспитания, в которых ребенок окажется потом. И обычно, да, вот сейчас весной проходят комиссии, и родители сразу же приезжают к нам, беседуют со специалистами, беседуют с администрацией, смотрят условия и решают потом, приходить или не приходить. Но надо сказать, что в большинстве случаев все-таки ответ дают нам положительный. Потому что действительно в нашей школе созданы условия для обучения таких наших детей с ограниченными возможностями здоровья. Позволю себе добавить, Да. вот по поводу интерната, Валентина Ивановна правильно сделала акцент на этом, потому что даже из числа родителей, с которыми я общался, они после того, как приедут к нам на экскурсию, пройдутся по учреждению, посмотрят оснащение, посмотрят, в каком это все свете представляется, в каком, как говорится, как это все на самом деле, пообщавшись с детьми, пообщавшись, опять же, с администрацией, с педагогами. То есть все вопросы для себя, они, как правило, находят ответы на эти вопросы. И хотелось бы еще сказать то, что вот в самом деле интернат, слово многих пугает. Да? Здесь интернат, в том же самом названии учреждения, да, это, ну, на русский язык, если перевести, и проще говоря, это возможность остаться ребенку на ночь. То есть само здание, оно разделено на два корпуса, на учебный и спальный корпус. То есть тот ребенок, который у нас ежедневно приезжает из города, он приезжает в школу, он получает питание, он получает знания, не зная про то, что это интернат. Я уже как бы немножко утрирую, объясняя и отвечая на вопрос и на вот эту настороженность многих из родителей. То есть, ну вот интернат, это вот, кстати, вот справа, это наши спальни, на картинке видно, слева учебный корпус. Большой красивый актовый зал, в котором проводится, вот Валентина Ивановна говорила, да, и мероприятия очень красивые, благодаря нашим специалистам, нашим педагогам, которые и поют, и танцуют, еще раз повторю, и очень все это красиво, и шикарные костюмы, и сами шьем, и стараемся покупать, и, ну, в общем, опять же, на открытиях республиканских мероприятий дети наши участвуют, именно вот сакцентирую на открытии, потому что очень красивые номера, именно вот если говорить про жестовое пение, выше я уже говорил об этом, ну вот как-то так.
И еще я хочу сказать, что многие родители спрашивают, а можно мы перейдем в другую школу? Конечно, вы свободны в своем выборе. Причем вы перейти можете в любой момент. После того, как ребенок освоил грамоту, например, потому что этап обучения грамоте, он самый сложный в обучении на сегодня для наших детей. Можете перейти после первой ступени, да, после начальной школы, если вам покажется, что ребенок уже готов обучаться в массовой школе. Можете перейти после окончания нашей школы. Олег Владимирович об этом говорил, что у ребенка после того, как он получит аттестат об основном общем образовании, несколько путей, по которым он может пойти. То есть он может пойти в обычную муниципальную школу и закончить там 10-11 класс. Такой положительный опыт у нас уже есть. У нас ребята заканчивали школы в городе Сыктывкаре, причем достаточно успешно, и получали аттестат о среднем образовании, и поступили. Один ребенок у нас учится в Сыктывкарском университете, второй уехал в Санкт-Петербург и учится там в высшем учебном заведении. Поэтому, если вы думаете и видите в своем ребенке возможности для получения высшего образования и боитесь, что наша школа как бы не сможет к этому подготовить вашего ребенка, то вы, я думаю, что ошибаетесь. Все-таки базовые знания, которые получают дети в нашей школе, достаточно прочные, и жизнь это показывает. И вот этот фундамент, заложенный у нас, он может служить основанием для получения детьми следующих ступеней образования, вплоть до высшего, и хорошей профессиональной подготовки для трудоустройства и дальнейшего карьерного роста в профессии для детей, потому что это тоже очень важно. Я хочу сказать, что дети с ОВЗ часто, представляется в нашем представлении, это дети с комплексами, да, дети не всегда уверенные в себе, не всегда самодостаточные. Так вот, мы на сегодня как раз и ставим перед собой задачу выпустить не только знающего ребенка, но и ребенка, который будет самодостаточен в этой жизни, который будет понимать, что он очень многое может. И главное, мы говорим детям, вы не должны говорить, что мне трудно, вы должны сказать себе «я могу». И когда вы поймете, что вы можете, вы действительно достигнете в этой жизни очень многого. Вы должны верить в себя, верить в свои силы, верить в своих родителей, а родители должны верить в своих детей. Мы, педагоги, очень в этом заинтересованы. Мы всегда верили в наших детей, мы всегда вкладывали силы, потому что знали, что будет положительный результат на сегодня. Добавить, да, могу еще, в плане того, что, согласно закону об образовании, каждый родитель сам вправе выбирать образовательную организацию для своего ребенка. А здесь, как показывает практика, многие родители, опять же, ссылаясь и возвращаясь к самому названию, в образовательной организации наличию слова «интернат», хотя их может это абсолютно не касаться, да, в силу того, что они проживают либо в городе Сыктывкаре, либо в ближайших где-то районах, то есть когда ежедневно ребенок может приезжать, уезжать. Значит, еще раз повторюсь, родитель вправе выбирать, да, и никто его к чему-то принуждать не будет. Как Валентина Ивановна правильно сказала, и еще раз хочу на этом акцент сделать, вы можете прийти в подготовительный класс, вы можете прийти в первый класс. То есть на том этапе, когда вы сами понимаете, либо те педагоги, которые работают с вами, с вашим ребенком вне нашей организации, они понимают, и вы понимаете, что ребенок, к примеру, перестал успевать в муниципальной школе, вы в любой момент можете обратиться к нам, можете приехать к нам и, соответственно, получить... продолжить образование именно в доступной для вашего ребенка форме, со специалистами, которые знают, как работать с этим ребенком. Вот. И одна из целей, заключается в том, что наша организация заключается в том, чтобы на начальном этапе, да, когда ребенок из садика в силу тех или иных каких-то
отклонений физических, физиологических, психических и так далее, и так далее. Когда ребенок попадает в муниципальную школу, в большое количество детей, сверстников, ну, мы знаем, да, мы знаем менталитет ныне присущий нашим детям и так далее, и так далее. У самого старшему 14, младшему 3. Есть опыт, да? Объял все возрасты, все особенности детей. Да, то есть вот Валентина Ивановна правильно сказала, у детей, особенно в младшем возрасте, да, может начать формироваться комплекс. Вот. Наша задача, соответственно, эти комплексы свести на нет и дать ребенку возможность понять, что он может, он умеет, и все у него будет хорошо, и он, да, и все у него получится. Ну что, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, на этой позитивной ноте, наверное, мы сегодня закончим нашу встречу. Я просто хочу еще раз напомнить адрес нашей организации. Это город Сыктывкар, поселок Верхняя Максаковка, Нючемское шоссе 62. Адрес, конечно, красивый, но, наверное, стоит объяснить, как до нас добраться, потому что мы находимся в прекрасном Сосновом Бору, не доезжая до поселка Максаковка. К нам ходит автобус маршрута номер 25. Остановка так и называется. Остановка так и Школа-интернат. называется, школа-интернат. А начинается маршрут с площади Габова. С площади Габова, потом вы выезжаете из города и не доезжая до поселка Максаковка, там будет остановка, и немножко нужно будет пройти. И там вы увидите очень красивые трехэтажные, по красивой лесной дорожке заасфальтированной, вы увидите наше здание трехэтажное, кирпичное, и наш симпатичный дворик, украшенный цветами и зеленью. Спасибо за внимание. Да, всех желающих приглашаем в гости на экскурсию. Вопросы звоните, приезжайте. Приезжайте. Да, у нас есть школьный сайт, можете заглянуть Да, на наш школьный сайт. То есть наберете школа-интернат Школа-интернат номер 4. номер 4. Первая ссылка – это ссылка на наше учреждение. Угу. Спасибо всем за Поэтому внимание. да, спасибо. До свидания. Почему я всегда в самом начале боюсь